Она возникла на заре нашей эры в первом веке, империя Кушан, и 4 столетия была великой державой. Потом война с кочевниками, империя распалась, и мир забыл о ней. Лишь в конце прошлого века случайные находки положили начало научным поискам. Как ни выразительны эти свидетели далекой эпохи, увы, они бессловесны. А письменные источники крайне скудны, всего 25 еще не до конца расшифрованных строк, несколько отрывочных записей, да монеты, по которым ученые узнали имена кушанских владык, но даты их царствования загадочны. Разгадкой кушанских тайн занят таджикский историк, академик Бабаджан Гафуров. Огромная Кушанская империя, объединявшая всю Среднюю Азию, Северную Индию, Пакистан, Афганистан и Иран, бесспорно оказала значительное влияние на культурное развитие Востока и всего человечества. Но знаем мы об этом еще очень мало. Ученые 60 стран мира, занимающиеся историей Кушан, собрались не так давно в Душанбе, на земле, входившей когда-то в состав Кушанского царства. Они обменялись сообщениями о своих изысканиях, ознакомились с работами советских историков, с открытиями таджикских археологов. Большой интерес вызвали раскопки древнего монастыря Баджина-Тепе. Гигантская статуя спящего Будды подтверждает мнение ученых о том, что в стране Кушан среди многих религиозных верований немаловажную роль играл и буддийский культ. Сейчас академик Гафуров заканчивает подготовку международного издания материалов Душанбинской конференции. Они помогут восполнить один из пробелов в истории цивилизации.